состояние его здоровья и правда достаточно сложно. Хотя, конечно, он человек относительно молодой, спортсмен, без вредных привычек, поэтому наверняка поправится. Но тут надо сказать, что Чечня очень особенный регион России. Там очень много вооруженных людей, которые слушаются только одного начальника, собственно, Рамзана Кадырова. Если он на долгое время куда-то исчезнет, там может начаться борьба за власть между разными влиятельными людьми и дестабилизация ситуации. Если же российские врачи не смогут спасти Кадырова, то неприятности начнутся уже у самого Путина. Он скован с чеченским лидером одной цепью. Без преданных Кадырову вооруженных отрядов сломается баланс власти в самой Москве. Режим Путина потеряет одну из своих несущих стен. Кадыров, кстати, тоже не сможет править Чечней без Путина и без бесконечного потока денег из Москвы. Между ними в этом смысле есть сильная эмоциональная связь. Путин отчасти заменил Кадырову отца, убитого в 2004 году боевиками. Ну а Кадыров стал для Путина сыном, о котором российский президент мечтал всю жизнь, но так и не получил. Таким образом, сейчас можно без преувеличения сказать, что все силы российского государства сейчас брошены на спасение жизни Рамзана Кадырова, самого главного и самого близкого для президента РФ человека. Вы только посмотрите, какой кортеж вез Кадырова из аэропорта в больницу. Я думаю, английскую королеву возят сейчас намного скромнее. Прямо сейчас мы не можем сказать, сумеют ли врачи вылечить Кадырова. Однако сам факт того, что его жизнь оказалась в большой опасности, должен очень сильно напрячь Владимира Путина. Дело в том, что если и существуют какие-то высшие силы, то они уже прямым текстом кричат ему, что пора уходить на покой. Если он, конечно, не хочет